Абдулджалил Каракаш, глава Восточно-Туркестанского центра культуры и информации, подверг критике молчания турецкого и исламского мира по поводу геноцида уйгуров в Китае, которые призвали поддержать Газу. Реагируя на атаки Израиля на сектор Газа на заседании парламентской фракции своей партии, президент Эрдоган обратился к Израилю и всему миру и сказал, далее цитата: «Весь Запад считает Хамас террористической организацией, однако Израиль считает, что Запад ему многим должен, но Турция вам ничего не должна. Хамас – это не террористическая организация, это освободительная группа маджахедов, которые сражаются, чтобы защитить свои земли и своих граждан». Напомнив, что преследование и геноцид в отношении уйгуров и других турецких мусульман в Восточном Туркестане продолжаются уже много лет, Каракаш сказал: «Лидеры турецкого и исламского мира, когда вы возвысите свой голос в защиту Восточного Туркестана. Однако многие западные страны признают нарушение Китаем прав уйгуров геноцидом. Народ Восточного Туркестана – это и турки, и мусульмане, турецкий и исламский мир многим обязан Восточному Туркестану и тамошним мусульманам». В новом расследовании, опубликованном вчера, Адриан Зенц, старший научный сотрудник Мемориального фонда жертв коммунизма, обнаружил, что Коммунистическая партия Китая стратегически все больше скрывает факты принудительного труда на уровне государства под прикрытием так называемых программ борьбы с бедностью. В исследовательской работе «Концептуальная эволюция борьбы с бедностью посредством передачи рабочей силы» представлен всесторонний анализ политики передачи рабочей силы в Восточном Туркестане, проливающий свет на глубоко тревожные последствия для уйгурской общины и ответные меры международной политики. В то время как внимание мировой общественности было приковано грубым нарушением прав человека в Восточном Туркестане, КПК стало еще более обманчивой, продолжая безнаказанно нарушать права уйгурских и других тюркских общин. Манипулируя программой сокращения бедности, КПК представляет принудительный труд международным наблюдателям как законную программу занятости, что позволяет КНР присоединиться к Конвенции Международной организации труда о принудительном труде. Ускоряя реализацию своих планов китаизации Восточного Туркестана, Пекин увеличивает инвестиции в воздушные, наземные и железнодорожные перевозки между Восточным Туркестаном и китайскими провинциями, чтобы облегчить передачу ресурсов региона Китая и поощрить переселение китайцев. 23 октября, по сообщениям китайских новостных источников, сообщалось, что сычуаньский участок строительства автомагистрали, идущий непосредственно от города Яэн китайской провинции Сычуань в Каргаликский район Кашгарской провинции Восточного Туркестана, близится к завершению работ в точке соединения с правой частью тоннеля номер 1 Кары Кандин-Паума. Длина тоннеля, о которых идет речь, составляет 8865 километров слева и 8780 километров справа, а их максимальная глубина составляет до 1250 метров. Заявлено, что строительные работы уже завершены в общей сложности на 28 250 метрах тоннеля Кандин-автомагистрали. Президент США Джо Байден подчеркнул приверженность своей страны обороне Филиппин после того, как суда, принадлежащие Китаю и Филиппинам, столкнулись в спорных водах в Южно-Китайском море. Байден выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме по поводу столкновений в спорных водах в Южно-Китайском море. Президент Байден заявил, что корабли береговой охраны Китая действовали в этом районе опасным и незаконным образом во время инцидента. Посол Турции в Пекине Исмаил Хаккы Муса выступил на международном коммуникационном форуме «Шелкового пути», состоявшемся в китайском городе Сиань, заявив, что инициатива «Азия заново», объявленная Турцией в 2019 году, направлена на расширение взаимовыгодного сотрудничества со своими партнерами в Азии в политическом, социально-культурном и экономическом измерениях с новыми перспективами. Муса сказал: «Китай, естественно, находится в центре этой инициативы». Указав на то, что Сиань, бывшая имперская столица Китая, когда-то был местом встречи и слияния различных народов, в том числе древних тюрков, Муса заявил, что предки двух народов осознавали важность безопасных и стабильных транспортных маршрутов для взаимодействия между людьми и экономической деятельности, и что древний шелковый путь построил мост между Азией и Европой. Китай продолжает оказывать экономическое влияние на страны и расставлять инвестиционные ловушки. Сообщается, что за первые 6 месяцев текущего года Китай инвестировал в Кыргызстан $102 миллиона. В заявлении Кабинета министров Кыргызстана 25 октября 2023 года указано, что председатель Кабинета министров Акилбек Жапаров провел длительную встречу с премьер-министром КНР Личаном, прибывшим в Бишкек 24 октября 2023 года с официальным визитом.